Даже спустя сутки 48 и 72 часов на голоде происходит множество чудесных вещей. А именно, примерно через 12 часов происходит всплеск гормона роста. Гормон роста – это антивозрастной и главный жиросжигающий гормон. Он участвует в выздоровлении суставов, а также в синтезе белка. На 18-м часу голодания постепенно запускается аутофагия, при которой перерабатываются старые поврежденные белки, а также бактерии. Таким образом, поврежденные белки перерабатываются в новые аминокислоты, которые организм может использовать. Уничтожаются также опасные амилоидные бляшки в мозге и других частях тела. Примерно через 24 часа или чуть больше сильно истощится запас гликогена. Это запасной источник глюкозы в печени. А чем больше в печени истощается гликогена, тем больше вы переходите на кетоны, альтернативное топливо. И если у вас, например, жирная печень, то организм начинает расходовать этот жир и превращать в свои кетоны. А это уже начало перехода на внутреннее или эндогенное питание. Через сутки ослабевают все воспалительные процессы. Например, артрит, бурсит и аутоиммунное состояние. Восстанавливается слизистая кишечника, улучшаются интеллектуальные способности. Происходит синтез стволовых клеток. Особенно много их производится в кишечнике. Через 48 часов голодания идет уже активный рост стволовых клеток. Эти клетки могут превращаться в ту или иную ткань в зависимости от того, что необходимо организму в данный момент. Стимулируя стволовые клетки, вы получаете оздоровительный, восстанавливающий и антивозрастной эффект. Также уменьшается риск развития многих типов рака. Некоторые опухоли уменьшаются, образуется больше митохондрий. Уже через 3 суток голодания стволовые клетки начинают стимулироваться еще более интенсивно, примерно в 1,5 раза больше. Вместе с этим значительно усиливается иммунитет. Конечно, это лишь малая часть того, что необходимо знать о голодании. Ведь эта универсальная методика может пригодиться вам во многих жизненных ситуациях и избавить от всех зависимостей. Психофизиологи Чухрова и Леутин обнаружили общие нейрофизиологические механизмы пищевой зависимости, переедания и алкоголизма. По сути, и то, и другое имеет общие корни. Но главный результат осознанного голодания – это очищение не только тела, но и сознания. Сегодня существует множество методик, и каждый может подобрать ту, что подходит именно ему. От длительного отказа от пищи до интервального голодания. «Мы есть то, что мы едим», гласит древняя мудрость. На самом деле, только одним правильным питанием и питьем воды мы можем полностью скорректировать свое здоровье. Продолжительность жизни человека лишь на 20% зависит от генетики и на 80% от образа жизни, внутреннего настроя и питания. Питание в этом вопросе играет ключевую роль.